Сегодняшняя тема – жиктек шалгау, личное окончание. Жиктек шалгау. В какие случаи мы его используем? Для чего она нам нужна? Жиктек шалгау мы используем, когда говорим о каком-то личности, либо кто совершает это действие. Сперва знакомиться, какие местоимения мы используем. Жиктек есімдігі мы используем личные местоимения. В единственном числе, когда мы говорим «я», переводится на казахском языке «мен». Когда мы используем во втором лице слово «ты», в казахском языке мы говорим «сен». Уважительное слово «вы» мы говорим «сіз». И слово «он», «она» в казахском языке мы говорим «ол». Дальше. В множественном числе, когда речь идет о нас, мы говорим «мы». Это слово «біз». И во втором лице, когда говорим «вы», мы говорим слово «сендер», уважительный «сіздер». И последний, в третьем лице, когда говорим «они», это слово «олар». Теперь ознакомимся с окончаниями. В слове «мен» мы добавляем окончание «мон-мен», «бон-бен», және «пон-пен». После этого объясню, какие случаи добавляются «мон-мен», «бон-бен» и «пон-пен». Дальше. Во втором лице слово «сен», когда мы говорим «ты студент», «ты ученица», мы добавляем окончание «сын-сын». «Сен студентсын», «сен оқушысың». «Сын» добавляем, когда слова заканчиваются на твердое, и добавляем твердое окончание. Если последний слог в слове заканчивается на мягкий, добавляем мягкое окончание. Также в слове «сіз». «Вы». «Сіз оқушысыз». Вот, добавляем окончание «сіз» және «сіз». Если последний слог твердый, добавляем окончание «сіз». Если мягкий – «сіз». Дальше. Когда речь идет о третьем лице, он, она, мы говорим «ол», «ол оқушы», «ол студент». Здесь нет окончания, нулевое окончание. Дальше. Когда речь идет о нас, да, мы, «біз оқушымыз». Слово «біз» мы добавляем окончание «мыз-мыз», «біз-біз» және «біз-біз». После этого объясню также, какие случаи добавляются эти окончания. Дальше. Слово «сендер». Вы. «Сендер оқушысыңдар». Добавляем окончание «сындар», «сендер». «Сындар» добавляем, когда последний слог заканчивается на твердый. «Сендер» добавляем, когда последний слог заканчивается на мягкий. Также слово «сіздер» уважительный. Добавляется окончание «сыздар» и «сіздер». Твердое окончание и мягкое окончание. И речь, когда идет «они». «Олар» оқушы. «Олар» нулевое окончание. Не добавляем окончание. Теперь ознакомимся, когда мы добавляем окончание «мон-мен», «бон-бен». После каких звуков мы добавляем эти окончания? В слове «мен» в единственном числе мы добавляем окончание «мон-мен», «бон-бен», «пон-пен». «Мон-мен» добавляем, если слова заканчиваются на гласные дауста и на такие звуки, как «р», «қысқа и», «л», «м», «н», «н», «у». Сонарные. Дальше. «Бон-бен» добавляется, если слова заканчиваются на букву «з» и «ж». Дальше. «Пон-пен» добавляется, если слова заканчиваются на такие звуки, как глухие, «катан». Это звуки как «к», «п», «с», «т». Вот. После них добавляется «пон-пен». И звуки «б», «в», «г», «д». После них добавляется окончание «пон-пен». Теперь рассмотрим в первом лице множественном числе слова «біз», «мы». Добавляется окончание «мыз-мыз», «біз-біз», «пыз-біз». «Мыз-мыз» добавляется так же, как в первом лице, вот единственном лице, после гласных дауста и 4 буквы сонарные. Буква «р», «қысқа и», «л», «у». После них добавляется «мыз-мыз». Дальше. «біз-біз» добавляется после звуков «з», «ж» и 3 буквы сонарные «м», «н», «н». После них добавляется «біз-біз». Дальше. «пыз-пыз» добавляется так же, как слово «мен», вот окончание «пон-пен», после всех глухих «катан» и 4 буквы «б», «в», «г», «д». Так, я вам советую, если у вас хорошая память, запомнить схему. Если плохая,
лучше практиковаться, слышать звуки. Например, я вам на прошлом уроке также говорила, что глухие звуки притягивают к себе глухие окончания. Звонкие притягивает звонкие окончания. И сонарный притягивает себе, сонарное гласное притягивает себе сонарное окончание. Мон. Здесь исключение только в слове без. Видите, МНН и хатан, понпен. Б, В, Г, Т. После них добавляется понпен, потому что в казахском языке редко встречаются такие слова, которые заканчиваются на эти буквы. Чаще всего это пришедшие слова с русского языка. Например, как слово геолог. Когда говорим мы геологи, да? Без геолог пес. Видите? Либо мен геолог пен. Вот. Дальше рассмотрим примеры. Теперь рассмотрим примеры. Возьмем имя Аскар и слово ученица, ученик, окуша, и слово бару, идти, пойти. Так, первое. Я Аскар. Как мы скажем? Я Аскар. Мен Аскар и добавляем окончание ман. Смотрите, рассмотрим. Первый слог у нас твердое а и у нас сонарный звук р. Добавляется окончание ман. Мин Аскарман. Дальше. Ты Аскар. Сен. Смотрим на последний слог. Она твердая. Добавляется твердое окончание. Сен Аскарсын. Дальше. Вы Аскар. Сыз Аскарсыз. Также смотрим на последний слог. Добавляем твердое окончание. И последнее. Он Аскар. Ол Аскар. Нулевое окончание. Не добавляем никакое окончание. Дальше. Мы ученики. Без окушы. Смотрим на последний слог. Она у нас твердая. И заканчивается на гласной. Добавляем окончание мыз. Дальше. Вы ученики. Синдер окушы. Смотрим на последний слог. Она у нас твердая. Добавляем твердое окончание. Сындар. Дальше. Сиздер окушысыздар. Тоже вы ученики уже более уважительным. Дальше. Они ученики. Улар окушы. Нулевое окончание. Не добавляем никакого окончания. Здесь мы смотрим также на последний слог. Она твердая. Добавляем твердое окончание. Теперь рассмотрим глагол. Так как мы используем жиктык шалгау также в глагол. Дальше. Вот. Я пойду. Мен барамын. Смотрим на последний слог. Вот. У нас она гласная, добавляем гласное окончание. Ой, твердое, добавляем твердое окончание. Мен барамын. Сиздер бардыңыздар. Вы пошли. Это уже в прошедшем времени, да? Вы пошли. Сиздер бардыңыздар. Смотрим на последний слог. Вот она у нас твердая, добавляем твердое окончание. Сиздер бардыңыздар. Так, теперь мы с вами закончили жиктык шалгау. Напишите в комментариях, какую еще тему вам объяснить. Если что-то было непонятно, также напишите. Вот здесь не было непонятно. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы идем дальше.